Здравствуйте, с вами телеканал Округ ТВ и я главный редактор, журналист Олег Желнин. Я нахожусь сейчас на территории музея Ярославского, столицы Якутии. Сегодня здесь происходит знаменательное событие. Дубль шлюпка Якутск должна встать на вечный причал в этом музее. Мы сейчас немного поговорим, что за эта шлюпка, какова ее история и почему она теперь будет в музее Ярославского. Сейчас я немножко переведу. Фокус именно на этом. Как видите, вот автотранспортное предприятие Невское прошло от города. Эта шлюпка пришла из города Петрозаводска, где снимался фильм «Созвездие Марии», и где, кстати, эта шлюпка была построена для этого фильма. И вот оттуда она на автотрейде пришла вот с помощью автотранспортного предприятия Невское сюда, в Якутск. Сейчас готовится для снятия с трейлера. И вес, как мне сказали, 24 тонны. Сейчас мы поговорим с Сергеем Геннадьевичем, который бы рассказал. Вы как представитель музея Ярославского, правильно? Ну, да. И у вас отдел как называется? Сектор истории. Ну, просто представьте для наших зрителей, правильно, а то я могу ошибаться. Слепцов Сергей Геннадьевич, сотрудник отдела истории Якутского музея имени Емельяна Ярославского. Не подскажете, вот какова все-таки предыстория попадания этой шлюпки сюда и какова история этой шлюпки, почему она должна быть в Якутске? Ну, как бы делится на два эта история. Есть история как бы историческая, дубль шлюпки Якутск времен Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, а есть история ее копии, ну, такой реконструкции, которая была создана в 2016 году для съемок фильма «Время первых» с последующей передачей ее Якутии. Вот. Что касается первого исторического судна, то это было морское судно, построенное в Якутске в первой половине 18 века, специально в рамках подготовки известной второй Камчатской или Великой Северной экспедиции, в которой действовало несколько исследовательских отрядов. Вот, был отряд, собственно, самого Беринга, который должен был открыть пролив между Азией и Америкой. А было еще несколько исследовательских отрядов, один из которых возглавлял капитан Прончищев, который как раз являлся капитаном вот этого судна, построенного в Якутске в 30-е годы 18 века. И называлось это судно «Дубль шлюпка», потому что, это такая официальная морская терминология 18-19 века. Это такой аналог канонерки, да, если говорить более современным языком. Они и для военных нужд строились, но и для исследовательских тоже. Вот, и эта дубль-шлюпка была названа Якутск, то есть по месту постройки, и совершила два плавания по реке Лени, в устье, собственно, Лены, в море Лаптевых и к полуострову Таймыр. Вот, первой экспедицией командовал капитан Прончищев, который, собственно, умер в ходе этого плавания. И второе плавание дубль-шлюпка Якутск совершила под командованием Харитона Лаптева, тоже еще одного известнейшего исследователя. И в ходе второго своего плавания затонула в Ледовитом океане. Вот, уже в 21 веке было принято решение о воссоздании такого судна. По мерам, правда, не полная эта копия, потому что уже по современным морским регламентам
как бы судно не соответствует историческое, поэтому его немножко модернизировали и дополнили современным оборудованием, таким как мотор, гальюн, кухня небольшая, ну, разные, короче говоря, удобства. И вот оно было построено в Петрозаводске, ходило там по морю, по рекам для съемок фильма, а потом, если я правильно понимаю, стояла близ Петрозаводского краеведческого музея вот до недавнего времени. И вот в 2022 году наконец-то прибыла в Якутск для передачи уже Якутскому музею имени Ярославского. А вот в чем заслуга данной шлюпки в истории Якутии? Многие, наверное, не понимают. Ну что, лодка походила, да походила. Нет, это морское судно, которое было построено непосредственно в Якутске. Это уникальный случай. Как бы еще в 18 веке первое вообще судно, построенное для плавания морского. Ну и потом само участие этого судна с названием Якутск в величайшем географическом событии вообще мировом, можно сказать, Великая Северная экспедиция. Это, ну, фактически эпоха великих географических открытий еще. Фактически она ее завершала. И такие знаменитые люди, как Харитон Лаптев, Прончичев, оставшие свои имена в географических названиях страны, вот со всей этой историей вот это судно связано. Естественно, оно очень важно для Якутска, потому что у нас не осталось никаких артефактов вот времен Великой Северной экспедиции в Якутске. А эта шлюпка как раз будет таким экспонатом, напоминанием о этих великих открытиях, великих исторических событиях, непосредственно связанных с нашим городом. А вообще вот для истории Якутии данная шлюпка, чем она знаменательна? Это вот нанесение практически республики на карту мира или как правильно сказать? Да, нанесение географических очертаний побережья самой Лены, устья Лены, моря Лаптевых, ну и дальше там немножко западнее уже Красноярский край, полуостров Таймыр. Все было сделано на этом судне в первой половине 18 века. И вот если немного истории, все-таки ее длина небольшая же, да? Ее длина, если я правильно помню, историческая 19,5 метров. Это, по-моему, точно так же, по размерам они совпадают. Длина около 20 метров, ширина 5 метров. И сколько там человек-то? Хороший вопрос, сколько там человек было. Значит, непосредственно экипаж это 19 человек. То есть это вот матросы, которые с парусами управлялись, офицеры, ну их было трое, унтер-офицерский состав, там где-то человек 5-6, и человек чуть больше 10 матросов. Но еще вроде как гребцы были. Вот, правда, я не уверен, что они ходили вот в Ледовитый океан. Гребцов было много. Дубль-шлюпка была оборудована 12 парами весел. Вот, соответственно, чтобы на них грести, надо было около 40 еще солдат. И это вся братья... Где-то 60 человек примерно. 12 метров, а ширина? Ширина 5 метров, да. Но как бы такие случаи известны. Это вот для 18 века характерно, когда на небольших по современным меркам парусных суднах были очень большие экипажи. И мест у них не было, где ночевать всем одновременно, поэтому у них были вахты. Там до 3 вахт доходило, то есть 3 состава вот так могли меняться. То есть один состав спит, другой отдыхает, ничего не делает, но как бы бодрствует, и третий работает, и они вот так вот менялись. Ну, как было вот на Якутске, сложно сказать, никаких вот документов о распорядке как бы не осталось, так только примерно подсчитывают вот экипаж. Ну, основной экипаж известен чуть ли не по именам, вот эти 19 человек. А вот гребцы были или нет, я не знаю, сказать не могу. То есть в наше время это все-таки... В наше время экипаж что-то в районе 10 человек, что ли. В наше время. И тогда 19, да? Тогда 19. Спасибо. И дальнейшая судьба данной шлюпки какая будет? Ну, музей бы хотел, чтобы она встала на прикол и служила экспонатом и туристическим объектом. Потому что, ну, заманчиво, конечно, на ней ходить по Лене, но
много походов она не выдержит. Даже историческая дубль-шлюпка, она фактически судно было одноразовое, то есть на один поход строилось. А после, из-за больших перепадов температур, в основном из-за перепадов температур, а в Якутии они очень большие, почти 100 градусов, судно очень быстро рассыхается и как бы портится, да, уже теряет мореходное качество. Плюс еще ко всему прочему, историческая дубль-шлюпка, насколько я знаю, у нее корпус был сделан из лиственницы, то есть более крепкий. А вот современная реплика, она сделана из сосны, то есть она как бы похуже материал не используется. И вот как его будут, как экспонат эксплуатировать? То есть нужно ли будет туда заходить или мы только будем обходить? Но сейчас это все в стадии планирования, но предварительно она стоит на территории музея как туристический объект. То есть вокруг нее можно ходить, фотографироваться, а внутрь можно будет заходить. Ну, мы бы хотели, чтобы внутрь можно было заходить, но это, скорее всего, будет в составе организованных групп с экскурсией. То есть не сами по себе, чтобы люди в нее заходили, а только в сопровождении. Потому что внутри, во-первых, не так много людей может поместиться, во-вторых, там будет воссоздан такелаж, а он может портиться, как бы ломаться. Вот чтобы этого не случилось, туда будут пускать ограниченное количество человек. Я сейчас хочу поговорить с водителем, да, но все-таки насколько, Сергей Геннадьевич, это значимость для музея Ярославского вообще честно вот так вот, для исторического нашего прошлого, я смотрю, вы очень счастливы и сияете. Почему? Для исторического прошлого, в принципе, я сказал, да, это напоминание о величайшем историческом событии 18 века. Никаких других видимых, да, объектов в Якутске того времени не сохранилось фактически. Вот. А для музея это один из будет экспонатов, привлекающих к музею внимание. Зайдя на территорию, уже сейчас как бы сложно этот объект, да, не заметить. А когда на него поставят мачты, как бы оснастят такелажем, превратят именно в туристический экскурсионный объект, это будет, фактически знаковый экспонат музея, на который всегда будут обращать внимание, который всегда будут посещать, который будет привлекать гораздо больше людей. Спасибо. Сейчас готовится к подъему, так понимаю. Вы когда будете распаковывать? Это к заместителю директора. Не сразу. Я думаю, это большая работа. Ее сейчас только поставят, а когда там мачту поставят, я вообще не знаю. Пока что предмет осмотра. Вот то, что нам говорили. Корпус судна и сосны. Вот идет подготовка. Да, 19 человек. Вы сами подумайте, как 19 человек сюда умещалось.
А каков вес вот этого Где-то 26 тонн. 26 тонн? И у нас краны сколько? Два крана 100 тонн. 2 крана 100. Каждый по... 50 тонн, каждый по 25. Да, правильно я говорю? Еще, наверное, надо. Ну сами смотрите, какие. Это вообще не я должен заниматься. Должны стропольщики это делать. А вообще вы вот водителем как доехали-то вообще? Как умудрились? Сложно, но доехал. Сложно? Дороги не предназначены для таких Нет, перевозок? дороги у нас нормальные. Ага. Нормально. А как вас зовут хоть? Виктор. Виктор? Да. А нормальные дороги, и это что означает? Это означает, что когда я был у вас 4 года назад, был сплошной грейдер до вас, а сейчас почти везде асфальт. Это уже хорошо. Пусть он не ровный, но асфальт. Ехать легче. А сложности вот, основные какие были? Основные это ремонты. Ремонты дорог, где мосты ремонтируют, где заужена ширина проезда. И вот это основная сложность проезда. А по России много таких? Везде ремонт. Везде ремонт? Очень много дорог по России делается. Очень много. Так что государство наше заботится о нас. И мне сказали, вы 1,5 часа выезжали с Петрозаводска, потому что там не рассчитано такое все, да, там? Нет, там Ага. не по ГОСТу сделано. Есть ГОСТ. То есть провода контактные должны быть 5 метров. А у них провода некоторые висят 4,5 метра. Вот и все. Поэтому и проблема выезжать. А у нас выше 4,5 метров высота. Или сразу сделали не по ГОСТу, или провисли они. Я же не разбираюсь. Не, а на самом деле еще вот доехать было интересно или все-таки сложно? Интересно было, когда я только начал работать. Это было интересно. А сейчас нет, это просто работа, рутина. Уже едешь и все. Любопытных глаз много было? Да постоянно. Вот едешь, встанет легковая рядом. Ну что ты, блин, ты волнуешься, и надо, чтобы он быстрее обошел. А они снимают. Радуются. У нас с каждой стоянки все подходят, фотографируют. А можно, да фоткайте. Что? Много, очень много снимали. А если бы она была открыта, так вообще просили бы экскурсии сделать. Наверх. А вы как вот согласились на такой все-таки экспонат музейный, да? Ну и что, а какая разница мне что везти? Я вожу негабаритный груз. Мне и что музейный экспонат, что такое, какая разница? Мне любой надо довозить, как говорится, нормально. Спасибо, спасибо. С нами был Виктор, водитель этого трейлера. Да, достаточно серьезная работа проведена. Доставить из Петрозаводска. Это сколько километров примерно? 9655 километров. Еще раз дублирую. 9655 километров. Это от загрузки до выгрузки вот до этого места. Спасибо. То есть вот эта шлюпка прошла почти 10 тысяч километров. Ну, без рекламы нельзя. И благодаря вот этому предприятию и этому водителю. Вот сотрудники музея Ярославского. А, я вижу здесь нашего историка Екатерину Строгову. Екатерина Строгова, можно задавать? Ну, наверное, больше знаете, как можно было туда уместить 19 человек в эту шлюпку? Ну, я думаю, вполне возможно уместить в эту штуку 19 человек. Ну, мне сказали, они вахтами. Одни Да, работали, всё другие правильно. спали. Все правильно, так и было. Действительно, одна вахта работает, другая вахта отдыхает. Ну, потому что корабль, он все время должен быть под присмотром, им все время нужно было управлять постоянно. У него никакого автопилота не было. Люди все время должны были быть наготове, мало ли что. Океан халатности не терпит. Ну, река тоже, наверное. Ну и такая река, как наша, тоже, да, чуть меньше океана, конечно, тоже не терпит, поэтому действительно половина команды работала, половина отдыхала. Койки были из
тканевые койки, ну, типа гамаков. Гамаки, да, Да, типа гамаки, да. гамаков. Как правило, в 2 этажа, то есть снизу, сверху. Вот поэтому, да, вполне возможно было в публике уместить, ну, сколько, 19, да, 9-10 человек вполне можно было уместить. Учитывая, что мы в маленьком коче свободно помещались 8 человек, то как бы вполне... А историческое значение, вот как нам рассказал сотрудник Ярославского, а с точки зрения, наверное, вашей, вы больше, наверное, вы же были в УСе, Ну, в Русском УСе и так далее, и так далее. да. Вообще Великая Северная экспедиция это, наверное, одно из самых грандиозных событий, которое происходило на территории Якутии. Ну, с ней можно сравнить, пожалуй, только алмазную эпопею по значимости и по грандиозности происходящего. Поэтому, конечно, прибытие, пускай копии, но вот этого исторического судна, оно имеет для нас огромное значение, это сохранение памяти об этом грандиозном научном проекте, который до сегодняшнего дня не имеет аналогов ни по масштабам деятельности, ни по количеству участников, ни по значимости результатов. Такой вот беспрецедентный до сих пор научный проект. Это память о тех героических людях, которые в тогдашних условиях, в общем-то, подобный проект и сейчас требовал бы значительного мужества даже при наличии современной техники, современных ресурсов. А уж в те времена, конечно, мы должны в ноженьки поклониться вот этим великим, замечательным людям, которые делали свое дело на благо Отечества, совершенно не задумываясь о том, что на самом деле они совершают большой человеческий подвиг. А вот трагедии, экспедиции Прончишевых и так далее, и как по идее, да, море Лаптев, и потом Лаптев на ней пошел, я просто интересуюсь, Да. сколько это было сложно по тем временам. Но это было достаточно сложно по тем временам, и неудивительно, что вот, и, в общем-то, за всю историю Великой Северной экспедиции, безусловно, это не единственная трагедия, которая происходила среди ее участников. Ну, просто вот как-то это наиболее такой распиаренный, что ли, сюжет из истории этой экспедиции, хотя не менее трагичной была и гибель отряда Лосиниуса, например, да, и... Это тоже, это шлюпка разве? Нет, это не эта шлюпка, но тем не менее это бот Якутск, тем не менее вот, как-то про Прончишевых больше известно, ну, может быть, потому что там была задействована женщина, возможно. Вот. Но отряд-то ведь не погиб, умер, ну, какая-то часть погибла. Не надо забывать, что тогда вот среди участников, среди моряков вообще было очень распространено это болезни всевозможные и цинга, но Прончишев умер не от цинги, как предполагалось. Мы знаем, что умер от ранения. Вот, супруга его вполне вероятно скончалась действительно либо от цинги, либо от пневмонии. Вот, и они похоронены, и могила их сохраняется в поселении Усть-Оленек сейчас. Вот. Ну, а естественно, если командир погиб, то на корабль, естественно, назначается другой командир. И этим другим командиром стал Харитон Лаптев, который, вот, задача которого была проводить исследования в западном направлении. А это что значит западном? Он от Оленька на запад. До Таймыра, да? Да, до Таймыра, а Дмитрий Лаптев, он проводил исследования, он командовал Колымским отрядом, и он, значит, ушел на восток, в сторону Колымы, вот, а Харитон Лаптев в сторону Хатанги. И в 1740 году, ну это долгая история, чтобы ее рассказывать в подробностях, к сожалению, бот Дубов-шлюпка Якутск, затертая льдами, затонула недалеко от устья Хатанги. Вот, где, собственно, мои коллеги, нефтеюганские археологи, обнаружили
на хаттинге зимовье Дмитрия Харитона Лаптева, оно раскопано, оно изучено. А вот тот погибший отряд, о котором мы сейчас говорили, он-то что изучал? А вот как раз это и был изначально колымский отряд под руководством шведского моряка Пьера Лосиниуса. Ну вот так получилось, что Лосиниус выбрал крайне неудачное место для зимовки на берегу Губы Борхая. И, к сожалению, эту зимовку не пережил ни сам Лосиниус, ни половина его отряда. Дмитрий Лаптев был направлен в спасательную экспедицию. По земле, значит, по линии и по земле доехали до Губы, забрали оставшихся в живых участников этого отряда, и они стали частью отряда Дмитрия Лаптева, который уже выполнил поставленные задачи, дошел до Колымы и проводил исследования там. То есть исследовал побережье от устья Лены на восток в сторону устья Колымы. А что известно вот об участии местных жителей? Вот, может быть, в строительстве этой дубль-шлюпки, может быть, помощь в исследовании? Надо сказать, что известно не так уж много, несмотря на то, что отчеты сотрудников экспедиции достаточно хорошо сохранились, они изучены, они опубликованы, ну, большая часть, по крайней мере, из них. Вот. Ну, местные жители, они, конечно, участвовали. В первую очередь их роль, конечно, была как проводников. Вот. Особенно вот по этим арктическим территориям. Вот много было. В это время в Якутске была построена навигатская школа, которая учила местных жителей, обучала вот будущих моряков, воспитывала. Какое-то время после окончания экспедиции она еще просуществовала, потом была закрыта. Вот. Так что местные жители, они получили, в общем, довольно мощный культурный толчок для того, чтобы, как бы, расширив свои горизонты, появился контингент, который имеет определенное образование. Вот. И, конечно, в этом смысле роль второй Камчатской или Великой Северной экспедиции, она тоже весьма-весьма значительна. То есть у нас, получается, появился новый экспонат, который ставит больше памятник первой Камчатской экспедиции или второй, правильно? Второй. Второй, да? Ну вот, теперь все понятно. Я чуть прервусь, и когда начнем ставить ее уже на место, я обязательно покажу.